ним стали разговаривать, я ему говорю: Женя, говорю, ну сколько может это продолжаться? Я говорю: сколько ты будешь прямо всех кровь пить? На этих кадрах допрос 46-летней жительницы Сыктывдинского района. Эмоциональная женщина дала волю чувствам. Кошмар, который преследовал ее в последние годы, закончился. Начался другой. Теперь она подозреваемая в убийстве брата. Ранее судимого мужчину возненавидела вся родня. Он нигде не работал, воровал, пил и издевался над пожилой матерью, на чьей шее он сидел. Пока брат сидел в колонии, старшая сестра попыталась через суд выписать его из материнской квартиры, теперь оформленную на ее имя. Не получилось. И вот он опять заявился на порог. Я говорю: ты, говорю, понимаешь, что, говорю, мне маму надо, говорю, привезти, говорю, потому что она уже больным человеком стала из-за него. И врачи сказали, как бы, стены лечат. И мне маму нужно привезти домой, потому что она на съемной квартире живет. Я ей снимаю квартиру. Я говорю: сколько это может продолжаться? И он мне сказал: это не последний раз. И вот это вот меня взорвало просто. Сколько можно терпеть? Вот это не последний раз. Сколько можно помогать ему? Сколько можно терпеть? И что мне делать? Этот разговор состоялся на следующий день после возвращения блудного сына домой. Сестра, которая уже вдоволь намаялась с непутевым родственником, решила отдать ему ключи от своей квартиры и навсегда увезти мать в Сыктывдинский район. Фраза, что они от него так просто не избавятся, стала для мужчины последней. Мы ехали с ним, разговаривали. И когда он сказал мне, что это не последний раз, меня это взбесило. Я вот так вытащила чулок, вот так накинула и вот так придавила его. И сказала: это был последний раз. Это был последний раз. И держала его вот так. Отъехав несколько километров в сторону Сосногорска, женщина решила избавиться от тела. Попросила мужа, который, как она утверждала, был за рулем и не видел момент убийства, свернуть к ручью. Она раздела брата, подняла на плечи, отнесла и бросила в воду. Добилась, чтобы тело подальше отплыло в сторону. Супруг стоял в сторонке и нервно курил. То есть не договаривались, каким образом будет, что будет говорить сотрудникам полиции? Договаривались мы. А о чем договорились? Ну что, поехали поговорить с братом, чтобы ключи ему отдать. Что зашли домой, ключи ему отдали, он поехал в одну сторону, мы в другую сторону. А подскажите, почему вы решили дать признательные показания? Тяжело, больно. Хотела, чтобы быстрее это все закончилось. Впрочем, эта легенда не спасла. Через 4 дня случайный очевидец остановился на отдых возле ручья и обнаружил тело в воде. Женщину арестовали. Она во всем призналась. По предварительному следствию имелось подозрение ввиду возможности состояния аффекта совершенного данного преступления. Однако проведенная психиатрическая экспертиза показала, что какого-либо аффекта не было данной женщины. Она прекрасно понимала, осознавала всю произошедшую ситуацию. Также следствие тщательно проверяло версию о причастности к преступлению супруга подозреваемой. Впрочем, водитель, несмотря на все сомнения, оказался ни при чем. Его отпустили. Перед судом ответит только его жена.